Ребята, у нас новенький. Его зовут Агир. Он видеоблогер и снял фильм про свой народ курдов. Привет! Рош-баш всем любителям истории! Новый выпуск нашей программы посвящен одному из самых древних народов мира – курдам. С древнейших времен курды живут у берегов Тигра и Ефрата и в горах Тавра и Загроса. Однако на карте мира более 500 географических названий предположительно происходят из курдского языка. Например, Эльбрус дословно переводится как «высокий край». Город Дербент означает «ущелье», а историческая местность между Индией и Пакистаном, Пенджаб, переводится как «пять рек». Название города Верона в Италии переводится как «руина», а слово «Бавария» означает «надежда». Неудивительно, что ученые со всего мира ищут на курдской земле индоевропейские корни. Так что же произошло? Может, ответ содержится в мифе о всемирном потопе? Согласно легенде, боги наслали на землю великий потоп, и все живое погибло. Спастись удалось только одному праведнику и его семье. Наконец, после долгих странствий, люди увидели сушу. Если бы не священная черная змея, все могло бы сложиться совсем по-другому. Поэтому курды почитают черную змею как свою спасительницу. Бог дал людям плодородную землю. Они стали выращивать виноград и возделывать пшеницу. Кстати, глиняную посуду начали изготавливать тоже здесь. Некоторые из потомков Ноя ушли в горы. Пастухов, уходящих семьями на летнее кочевье, называли кочар. От этого слова и произошло название танца кочари. Курды были бесстрашными воинами, а их нисейские кони считаются прародителями всех породистых скакунов в мире. Мир и покой царили при мудром правлении царя Диока. Но злой дух Ахриман наслал войну и разрушение, и в стране воцарился свирепый тиран Дахакс. Ему ежедневно приносили в жертву двух юношей. И тогда кузнец Кава поднял восстание, и тиран был уничтожен. В память об освобождении от тирании в день весеннего равноденствия курды отмечают праздник Навруз. Бро, мы преодолели все испытания! В этом нам помогла волшебная сила единства. А ты знал, что великий полководец Саладин был курдом? Нет, а ты знал, что футболист Месут Озиль тоже курд?